Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжане прибыла в Республику Адыгея 10 сентября. Гостей встретил премьер-министр Азнаур Керашев. В составе делегации руководитель администрации президента Джансух Нанба, председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба, министр культуры Даур Кови, депутат парламента Леонид Лакирбая, заместитель главного редактора Алашара, заместитель руководителя благотворительного фонда «Помним» Ляля Чамагуа, советник президента по вопросам взаимодействия с добровольцами Северного Кавказа Рисма Каджинджал. Герой Абхазии, вице-спикер парламента Фазлыби Авицба по состоянию здоровья не смог принять участие в поездке. В Майкопе президент Аслан Бжани и глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретились с добровольцами, участниками Отечественной войны народа Абхазии. Открывая встречу, Мурат Кумпилов подчеркнул, что между Абхазией и Адыгеей сложились братские отношения, и республика этим дорожит. С большим удовольствием приветствуем сегодня на территории республики Аслана Георгиевича. У нас здесь кровные узы, братские отношения с республикой Абхазия. Мы этим дорожим. Отношения, они складывались очень давно. И наша задача – это укреплять и развивать. Сегодня мы рады, что с нами Аслан Георгиевич в городе Майкопе, в республике Адыгея. Аслан Бжани выразил благодарность добровольцам, отметив, что народ Абхазии чтит и помнит их самоотверженный подвиг. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Несколько дней уже как нахожусь здесь, на Северном Кавказе, и решил для себя обязательно заехать к вам. Здесь тоже очень важное мероприятие. Поздравить Мурата Рабиевича, заодно познакомиться с вами и выразить слова благодарности за тот подвиг, который вы совершили во имя нашего братства, во имя сохранения. А вопрос стоял именно так, быть или не быть абхазскому народу. И вы, как доводится братьям, встали рядом. И этот поступок, эти действия навсегда останутся в памяти народа Абхазии. И мы предпринимаем необходимые усилия для того, чтобы эту память передать будущим поколениям. Понимаю, что в жизни есть разные аспекты. Конечно же, есть вопросы нерешенные, есть проблемы у наших добровольцев. Я призываю сегодня нам открыто, обстоятельно пообщаться. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Собственно говоря, поэтому я пришел к вам на эту встречу. Еще раз хочу вас всех поблагодарить и пожелать каждому из вас здоровья, каждому из вас успехов. И чтобы вы знали, что Абхазия – это ваш родной дом, вас там всегда ждут, и ваш подвиг в сердцах абхазов бессмертен. Спасибо за то, что вы есть. Добровольцы поблагодарили президента за оказанное внимание и отметили, что они не могли не прийти на помощь братскому народу в тяжелые минуты. Мы по зову сердца приехали в Абхазию. Мы не могли смотреть, как истребляли абхазский народ, так как были уверены в том, что именно каждый из нас должен находиться рядом с абхазским народом. Мы вместе сражались и рассчитываем на то, что с вашим именем, Аслан Георгиевич, будет связано благополучие и процветание нашей братской Абхазии. Мы будем всегда рядом и надеемся на совместное сотрудничество наших братских республик. Хотим также выразить благодарность вам, Аслан Георгиевич, за оказанное внимание добровольцам. Несмотря на пандемию, вы оказали нам большую помощь, нашему добровольцу. Очень вам благодарны за это. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет, успешной работы во имя процветания нашей Абсны. В рамках встречи депутат парламента Леонид Лакирбая подчеркнул, что феномену добровольческого движения Отечественной войны народа Абхазии еще предстоит дать оценку. 30 лет прошло, 30 лет победы будет в следующем году. Ребята, к сожалению, уходят. Уходят свидетели тех многих событий, которые имели место. И это не находит своего отражения.
вот так достойно, как должно найти, не находит своего отражения. Я не буду говорить о киножанре, там, и даже о документальном, но у нас достаточное количество ученых и с нашей стороны, и с вашей стороны. Я это говорил еще на первом дне добровольцев в 2013 году. Есть феномен добровольческого движения. И мне кажется, он касается только Абхазии и никого больше. Вот только у нас могло быть такое, что ребята переходили через горы, и не было делений по конфессии. В одной группе шел, например, вот чеченцы ребята шли, наш абхазский православный священник, Саша Бардадым, погибший московский поэт. Но нигде такого невозможно. И не было, я абсолютно уверен, что в современном мире нет аналогов. Да? Вот в чем феномен состоит этого добровольческого движения? К сожалению, наша наука чуть-чуть отодвинулась от этого вопроса, но он важен. И я бы очень хотел, вот, пользуясь присутствием здесь двух руководителей, да, очевидно, нужен небольшой такой административный тоже толчок, чтобы эта работа была задействована. Если мы ее начнем здесь, в Адыгее и в Абхазии, это будет и для других хорошим таким примером, чтобы ее найти. Сама борьба, она ведь не только вот автоматы, которые в руках держали ребят, та же Синана песня, она сегодня ни одна свадьба абхазская, ни одно торжество не обходится без нее. Это тоже вот результат вот того, что было, и то, что нас сближало. И, конечно, мы в должной мере не отблагодарили, ну, я не знаю, как еще какое слово назвать, подвиг тех, кто его совершал. Да? И есть одно очень серьезное «но», которое надо преодолеть. В нашей столице должен быть памятник добровольцам в обязательном порядке. Значит, я сейчас занимаюсь благотворительным фондом «Помним», и мы помогли обустроить могилу Мусы Шанибова, президента Конфедерации народов Кавказа. Причем у нас позиция изначально была такая: естественно, власть готова была и поддержать, и оплатить это все, но мы постарались собрать народные деньги. И мы построили этот памятник на народные деньги ему на могиле. И я считаю, что мы готовы к тому, чтобы объявить этот новый сбор на, значит, проектирование, установку памятника добровольцев на народной основе. Потому что благодарный народ Абхазии должен зафиксировать свою благодарность в граните, в мраморе, я не знаю, на одной из площадей нашей столицы. Утром 11 сентября члены делегации во главе с Асланом Бжания возложили цветы к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Далее президент и члены делегации приняли участие в инаугурации главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, избранного на второй срок. Торжественно клянусь многонациональному народу Адыгеи при исполнении полномочий главы Республики Адыгея соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Адыгея, уважать и защищать права человека и гражданина, добросовестно осуществлять возложенные на меня народом обязанности. На церемонии присутствовал первый президент Адыгеи Аслан Джаримов, который поддерживал Абхазию в сложные для нее времена. В церемонии инаугурации приняли участие депутаты Государственного совета Хосе Республики Адыгея и главы северокавказских республик. Аслан Бжания поздравил Мурата Кумпилова с переизбранием на столь ответственную должность. Уважаемый Мурат Карамбиевич, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю вас с вступлением в должность главы Республики Адыгея. Вы являетесь
опытным государственным деятелем, под чьим руководством Республика Адыгея достигла больших успехов в социально-экономическом развитии. Ваша энергия, неустанный труд, направленный на развитие Адыгеи, заслуживают искреннего уважения и любовь народа. Вас знают как мудрого политического деятеля и грамотного управленца. Уважаемый Мурат Карабиевич, я хотел бы особо отметить вашу деятельность, направленную на укрепление многовековых братских отношений между нашими народами. В этой связи должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья-адыги встали на защиту Абхазии, были рядом с нами в сложнейшее время. Многие из них сложили свои головы за свободу и независимость нашего государства. Народ Абхазии всегда будет это помнить. Сегодня перед руководством республики стоят серьезные задачи, и я уверен, что ваш профессионализм и авторитет послужат прочной основой для их успешного решения на благо дальнейшего процветания Республики Адыгея. Желаю вам, дорогой Мурат Карабиевич, успехов в вашей ответственной государственной деятельности на благо народа Адыгеи. 7 по 12 сентября абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжани посетила Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую республики и Республику Адыгея. Визит был приурочен к столетию со дня образования Северо-Кавказских республик и годовщине празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Гугу Савардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение.